вам цель визита и добавлю, может быть, потому что Иннокентий Юрьевич сказал, да, действительно, я работаю в комитете по экологии, но при всем этом в Якутию впервые я приезжал в рамках работы комитета по спорту Государственной Думы. Это было в далеком 2013 году. Мы тогда радовались, что буквально Якутск принимал азиатские игры, и память о тех событиях у нас живет до сих пор. Впоследствии я был в Нерюнгри, но чаще всего, конечно, Якутск, окрестности, потому что различные мероприятия не только спортивного, но уже экологического плана приводят меня неизменно к вам в гости на гостеприимную якутскую землю. У меня здесь большое количество друзей. Я обязательно сегодня буду отвечать на вопросы из зала. Я даже в большей степени хотел бы на вопросы эти отвечать, потому что мне хотелось бы, чтобы вы получали ответы на те вопросы, которые вам интересны. Сейчас, буквально вчера, в Якутске приземлился самолет с волонтерами, молодежка ОНФ, Общероссийского народного фронта, уже это второй или даже третий поток волонтеров, которые прибыли в Республику Саха-Якутия, помогать справляться республике с последствиями пожаров, которые разразились этим летом. Все вы знаете, ситуация была крайне напряженная, на это обратили внимание все федеральные структуры. Конечно, и Государственная Дума не могла остаться в стороне. Партия «Единая Россия» создала оперативный штаб по взаимодействию с республикой. В рамках этого штаба, в рамках его совместной работы с Общероссийским народным фронтом, мы вчера прилетели в Якутск и сразу из аэропорта направились в Бесквель, где разбит палаточный городок. В нем живут волонтеры, также там квартируются сейчас войска, отдельно сводный отряд инженерных войск, с которыми мы тоже встречались. Очень большая масштабная работа предстоит не только по восстановлению населенных пунктов, которые пострадали, но и по расчистке территорий, которые подверглись воздействию пожаров. Беспрецедентная стройка тех домов, которые сгорели дотла. Помощь оказывается абсолютно всем, никого не забывают. И мне было особенно еще приятно в рамках вчерашней поездки встретиться с спортсменами местными. Мы заезжали в школу бокса, с ребятишками общались. Точно так же я не мог упустить случая встретиться сегодня с вами здесь, в этом зале. В общем, замечательный зал. Моя любимая атлетика, легкая атлетика здесь. Я посвятил этому виду спорта 7 лет жизни, выполнил норматив даже мастера спорта, поэтому такой двойной мастер спорта по боксу и по легкой атлетике. И здесь надо вспомнить, что наша первейшая задача, выполнив все нормативы, закончив спортивную карьеру, не забывать о вас, молодых, потому что вы надежда и будущее российского бокса, российского спорта. Вы знаете, что в этом году прошла Олимпиада в Токио по летним видам спорта. Паралимпиада идет вовсю, наши выступают достойно, несмотря на все нападки на нашу российскую национальную сборную. Мы очень хорошо выступили. И на Паралимпиаде выглядим не менее достойно. И, кстати, вот эти спортивные объекты, в одном из которых мы сегодня с вами встречаемся, это как раз прообраз, и это та задача, которую ставит перед собой российское правительство, президент ставит перед собой эту задачу, власти республики эту задачу точно так же перед собой ставят. Сегодня на встрече с главой
республики Айсетом Сергеевичем Николаевым мне виделся и говорил о боксе в том числе. Я попросил, чтобы была организована новая школа бокса в Нерюнгри, потому что узнав, что все-таки мои братья-боксеры до сих пор занимаются там в подвальном помещении, я считаю, что эту ситуацию мы, Иннокентий Юрьевич, надо обратить на нее внимание и, конечно, ребятам создать условия, там хорошая школа, они достойны того, чтобы заниматься в новом зале. Ну, наверное, давайте все-таки сначала, прежде чем мы приступим к общению, дадим возможность сказать Евгению Николаевичу слово, да? А также Георгию Руслановичу. Пожалуйста. Спасибо, Николай Сергеевич. Ну, для нас, для всех любителей бокса сегодня замечательный день. Я рад тому, что сегодня есть у вас возможность посвятить время и встретиться с нашими детишками. Для них это незабываемое событие. Чемпион мира в городе Якутске делится своими наблюдениями, планами, дает сегодня правильные установки. Это событие, которое оставит след в жизни. В свою очередь, мы сегодня безумно рады, что уделяется огромное внимание от федерального центра, от партии «Единая Россия» для восстановления от небывалых лесных пожаров, от этих последствий. Мы рады были приветствовать 75 волонтеров. Безумно рады видеть вас. Спасибо вам большое. Давайте-ка сейчас все вместе, дружно для Николая Сергеевича покажем, как мы можем делать уруй айхал. На счет раз, два, три. Николай Сергеевичка, уруй! 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 Молодцы. Спасибо. Да, добрый день всем. Ну, во-первых, рад всех видеть. Со вчерашнего дня с Николаем Сергеевичем мы очень плотный график у нас. Поработали, как Николай Сергеевич рассказал, что мы в селе Бескюль посмотрели. Ну и ездили с главой района, с Никитой Викторовичем, и было, Иннокентий Юрьевич, очень приятно слышать, что там рядом село, которое Переляв, непосредственно работники Министерства спорта во главе с Егором Василием Ивановичем отстояли это село. Это было мне и Николаю Сергеевичу очень приятно слышать, то, что непосредственно спортсмены Министерства спорта было как добровольческий отряд задействован и непосредственно спасли это село. Поэтому, Иннокентий Юрьевич, я хотел бы вас лично в лице всех наших работников Министерства спорта поблагодарить. Ну и глава района передает свои, как говорится, свою благодарность, что благодаря Министерству спорта село, как говорится, мы отстояли. Да. Ну, ребят, вот такие встречи, приезд Николая Сергеевича, конечно, сейчас он у нас является заместителем председателя комитета по экологии, но тем не менее, как сам профессиональный спортсмен, в прошлом как чемпион мира, мы не могли просто не встретиться со спортсменами, с молодыми спортсменами, тем более с боксерами, потому что я вот сейчас заходил сюда и Николаю Сергеевичу говорю, когда бывают такие приезды именитых спортсменов по любому виду спорта, то обязательно в этом виде спорта, вот тренера здесь сидят, вот Михаил Георгиевич не даст собрать, что после таких приездов, сообщений, мастер-классов и так далее, спортсменов в этом виде спорта становится еще больше, просто залы полнятся. Ну, как говорится, сам Бог велел нам поддерживать наш любимый вид спорта, бокс. Ну и у вас, ребят, сейчас есть возможность воочию посмотреть. Трогать, конечно, не надо. Пообщаться с Николаем Сергеевичем, чемпионом мира. Самой престижной, супер тяжелой своей категории. Поэтому, ребят, сейчас, наверное, общение будет, да, у нас? Вопрос-ответ или как, да. Поэтому, ребят, не стесняйтесь. Обычно при таких встречах дети как-то не сразу раскачивают, поэтому не стесняйтесь, сразу задавайте вопросы. Еще раз скажу, что во времени мы чуть-чуть ограничены, поэтому, пожалуйста. Спасибо. Я бы хотел знать, Евгений Григорьев, как у нас обстоят дела с селом Бескюль. То есть
успеют ли до конца осени достроить все дома, которые сгорели? Да, у нас вопрос находится на личном контроле республики. Работает над восстановлением села первый заместитель председателя правительства Бердников. Сегодня все мероприятия сроком поставлены до наступления холодов. Работали полным ходом. Николай Сергеевич с Георгием Руслановичем приехали именно оттуда, поэтому с места событий могут дать комментарии, но сегодня у нас я могу прокомментировать. Мы вчера в SQL непосредственно находились на той части поселка, которая сгорела. Сейчас полностью подведены коммуникации к каждому дому, завезены материалы, дома, эти быстросборные, теплые, конструкция, современные материалы строительные и техники очень много. Подрядная организация работает практически день и ночь, и в октябре месяце объект будет полностью сдан. То есть все погорельцы получат новые дома, полностью обеспеченные газом, водой и светом. Вот так вот. И плюс к этому восстанавливается инфраструктура, которая там сгорела, под сходный двор восстанавливается. Также даже восстанавливается, ребята вот там вот строили такой, ну, скажем так, павильон для того, чтобы заниматься, кажется, деревообработкой, да? Вот частные предприниматели, у них это строение тоже пострадало, даже им все это тоже восстанавливается за счет государства. Все жители получают положенные выплаты, как региональные, так и федеральные. Никто не будет обойден вниманием. Дети поедут на санаторно-курортное лечение, как, впрочем, и взрослые. Причем со стороны Федерального медицинского агентства в республику приехали разнопрофильные специалисты, которые будут работать здесь, в Якутии, непосредственно с людьми, которые пострадали от последствий возгорания, от того, что, ну, в основном, конечно, это сердечно-сосудистые, дыхательные пути пострадали. Все в полном объеме будут обеспечены медицинским сопровождением. В октябре я сам лично договорился, и мы сейчас и с руководством республики по этому поводу общались. Я приезжаю на день, ну, скажем так, торжественной сдачи домов жителям села. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, вы хотели выиграть Макгрегора? Спасибо, отличный вопрос. Ну, в то время, когда наши пути, наверное, с ним разошлись, весовая категория тоже разошлась, но у нас все-таки в первую очередь разные просто возрасты. Поэтому, когда взошла звезда Макгрегора, моя звезда уже, скажем так, в закате была, я уже не выступал, я уже занимался совершенно другими делами. Конечно, будучи, если мы с ним бы находились в расцвете сил в одно и то же время, вряд ли бы мы встречались, потому что это было бы все равно неправильно. Слишком большая разница в весе, как вы понимаете. Я так вижу, что вы следите, да, за его выступлениями. Последнее вы видели? Нет? Не буду. Рыбку подкормить.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела вас спросить, а почему вы с какой целью в бокс пришли? Ради славы или просто из любви к спорту? Ну или ради денег? В общем, не ради денег, скорее всего, но уж точно не ради славы. У всех разные причины. Моя причина была сугубо жизненной. Вот так вот довелось мне. Если я в легкую атлетику приходил, мечтая о выступлении на Олимпиаде по легкой атлетике, то с боксом вышло так, что я провел самый первый профессиональный поединок в Германии. И за это был впоследствии дисквалифицирован. И мой путь в любительском, ну, так нельзя называть, в олимпийском боксе был закрыт. К сожалению, времени на раскачку совершенно не было, а мне нужно было выдерживать трехгодичную паузу. Столько предполагалось быть дисквалифицированным, а мне уже было 20 лет. Поэтому я продолжил заниматься уже после этой дисквалификации профессиональным боксом, где были деньги и все остальное, но слава и известность пришли впоследствии аж через 10 лет. То есть мне 10 лет потребовалось для того, чтобы стать хотя бы чемпионом мира в промежуточной версии Паназиатской боксерской ассоциации. А 10 лет я бы не сказал, что я был там каким-то известным человеком, то есть только в 30 обо мне там начали писать первые заметки газеты. Конечно, это делалось не ради славы, эта мысль скорее пришла с другого совершенно позыва. Я что-то доказывал всему, там, миру и самому себе. Вначале. Что в легкой атлетике, что в боксе. Было страшно, как и все. Несмотря на то, что некоторые из вас, начиная заниматься боксом, значительно моложе того меня, кто первый раз тоже пришел в боксерский зал. Мне было почти 20 лет, а ты, наверное, пришел в зал бокса, когда тебе было сколько? Ну, когда мне 10 было. Я в 10 прошлом лет? году я в прошлом году пришел, потому что мне друг посоветовал, потому что мне надо было научиться драться. Я вообще ходил на хоккей, но у меня там были небольшие проблемы, поэтому я временную паузу сделал, подумал, что нужно уже научиться драться. Ну, потом меня тут Петя позвал, короче, на первый этаж. Понравилось? Понравилось очень. То есть будешь продолжать? Да, и сейчас мне... А теперь у тебя какие мысли? Хочется просто научиться драться или появились еще какие-то честолюбивые мечты, может быть? Ну да. Захотел стать чемпионом? Ну да, очень. Хочешь стать В основном чемпионом? после, когда посмотрел фильм про Рокки, про такого борца. О, ребят, кстати, фильмы про Рокки обязательно смотрите. Не с точки зрения техники ударов, а просто именно как позыв. Это классика спортивного кино. Сильвестр Сталлоне сыграл в нескольких сериях трилогии или 4 фильма «Рокки». 6 это последующие, еще 2 были сняты уже гораздо позже. Но все-таки самые первые 4 основных фильма, которые снимали про Рокки, я считаю, что это классика, которую точно так же надо вам обязательно смотреть, потому что они заводят, там, по-хорошему заставляют нас захотеть заниматься боксом, доказывать себе и всему миру, что ты лучше. Я желаю тебе удачи. Спасибо большое. Здравствуйте. А вы как добились в боксе сегодня? Мы все с вами в этом зале сейчас, в общем-то, благодаря спорту. Посмотрите, в моей жизни так вышло, что единожды занявшись вообще спортом, я начинал с баскетбола, я не мог себе представить, что меня ждет впереди. Никто из нас не знает своей судьбы, и хорошо, что не знает, но в своей будущей судьбе мы принимать участие обязаны. Поэтому, когда вы начинаете заниматься спортом, вы уже начинаете в лучшую сторону отличаться от тех, кто спортом не занимается, не ходит в зал, проводит свое время, может быть, тоже с пользой, но немножко с другой. Почему? Спорт делает нас сильнее во всех отношениях, прежде всего духовно.
он заставляет нас уметь терпеть, понимаете, ставить перед собой четкую задачу, ее добиваться. Все это дает спорт. И даже если ты в будущем не станешь спортсменом, международником, большим чемпионом там, мира, Европы, Олимпийских игр, то спорт поможет тебе достигать многих целей в обычной гражданской, как мы называем, жизни. Спорт не просто делает нас ловкими, быстрыми, сообразительными. Спорт открывает огромное количество дверей, которые для многих просто-напросто оказываются закрыты. Я этого всего знать не мог, поэтому, конечно, мой тренер, когда мне это говорил, это воспринимал как некие, возможно, далекие в перспективе, а может быть, не со мной происходящие события. Как можно в это во все поверить? Если не хватает, скажем так, возможности одновременно поверить в свои силы, а это надо суметь, нужно обратиться к истории великих спортсменов. Читайте книги, смотрите про них фильмы, смотрите и Рокки тоже. Это художественная классика, она не только про бокс, а вообще про спорт. И вот совокупность всего того, когда вы интересуетесь спортом, загораются у нас такие, знаете, как свечки. Потом разгорается пламя, и ты по-настоящему стремишься стать большим, успешным спортсменом. Когда придет успех, когда придет слава, тебе начнут писать газеты, показывать там по телевизору и все остальное, и это все будет только еще промежуточным успехом, на котором ты не должен останавливаться. И, конечно, прежде всего, твоя задача, как я для себя это в свое время понял, прежде всего захотеть стать чемпионом. Вот это самое важное. Все остальное, ребята, оно приложится. И попутно вы очень многому научитесь. Самое главное, вы научитесь достигать цели. Удачи тебе. Это, и еще один вопрос. Какие у вас двери открылись в боксе? Я узнал очень большое количество известнейших людей, к которым я никогда не мог бы даже подойти руку. Со многими из них я просто даже подружился. Я не мог себе представить, гораздо меньше я тебя был в первом классе, когда собирал, к примеру, марки на космическую тему. Вот представь, я смотрел, по телевизору показывали тогда всего в Санкт-Петербурге, тогда играли. Было 3 программы, в регионах и того меньше. У нас новости, балет, спорт, основные были темы, какая-то там политика и научно-популярные познавательные передачи. Вот очень много было про космос. Я загорелся космосом, бредил, читал книги, собирал марки на космическую тему. Представь, со временем, когда я стал уже заниматься боксом, я начал знакомиться с уже некоторыми из тех космонавтов, летчиков-космонавтов, которые были у меня на тех марках. Это случилось гораздо позже, я был уже взрослым, мне было за 20, и я с ними начал общаться. А сейчас Государственная Дума — это тоже большая дверь, которая для меня открылась благодаря спорту. Я знаю и дружу со многими известнейшими космонавтами, в том числе с первой женщиной, полетевшей в космос, с Терешковой, Валентиной. И представь, все это благодаря спорту. Вот эти все мои детские мечты, это все благодаря спорту. Вот те двери, о которых ты спросил. Спасибо. Спасибо, до свидания. Здравствуйте, я хотел спросить, почему вы бросили карьеру бокса? Уже было поздно заниматься дальше ею, и, я мог еще года 4 продолжить свою карьеру, но чисто по медицине, только из-за медицины, из-за заболеваний мне, просто-напросто было необходимо без вариантов бросать бокс. Я сожалею об этом, но ничего не сделаешь. Такова судьба. Спасибо.
Здравствуйте. А почему вы поступили именно в бокс? Потому что вы со своим великим ростом могли поступить, например, в баскетбол. Иногда я хорошо, знаете, отвечаю. Вот очень важно встретить на своем пути хорошего советчика. На тот момент никто так меня за руку не удержал. И на самом деле я не бокс с баскетбола переходил, а с баскетбола переходил на легкую атлетику. И, конечно, почему я переходил на легкую атлетику? Очень все просто. Я был молодой мальчишка, 12 лет, который хотел быть сильным, которому не хватало уверенности в своих силах. А в баскетболе мы все больше занимались техникой, бегом, который я никогда так и не полюбил, даже на боксе. Я просто из-за того, что надо было, я бегал, и бегал я достаточно много, даже самая большая дистанция, которую я пробежал, 36 километров. Я горжусь, что я пробежал эту дистанцию, но тем не менее бегать никогда не любил и посматривал в свое время, когда мы начали ходить на УФП в школу, легкоатлетическую школу Алексеева в городе Ленинграде, я увидел, что вот такие же здоровые, высокие ребята, значительно превосходящие всех моих товарищей по команде баскетбольной, они просто выгодно отличались на тот момент всеми своими возможностями от баскетболистов. Это было причиной, по которой я забросил баскетбол. А сейчас я тебе отвечу, если бы на тот момент был у меня хороший советчик, взрослый человек, который удержал бы меня от этого поступка, конечно бы я занимался всерьез баскетболом. И, возможно, мы сейчас не можем уже сослагать, что могло бы быть. Может быть, у меня бы там что-то получилось. Но на тот момент советчика у меня рядом такого не оказалось, поэтому я перешел на легкую атлетику. Спасибо. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Как вы считаете, выиграли ли бой с Эвандером Холлифилдом? С Эвандером выиграл. Мы просматривали с тренером этот бой, но и абсолютно проиграл. Я сейчас объясню, в чем дело. Когда этот бой, я понял, что он будет неизбежным, я своему промоутеру сказал: вы, конечно, спасибо большое, что меня сводите с легендой, он у меня старше, это раз. Второе, его заслуги в спорте, в боксе профессиональном столь обширны, что за него будет болеть весь зал. И даже в случае победы я все равно проиграю. То есть фактически это, конечно, ментально бой, который, по факту мне Холлифилд оказал честь, несмотря на то, что в момент нашей встречи мы были с ним по рейтингу сопоставимы. И мне тоже нужно было двигаться, опять же, по направлению завоевания пояса во второй раз. У меня же по WBA получается два обязательных боя, в результате которых я стал обладателем этого пояса. Поэтому с Холлифилдом я никогда, я стараюсь вообще про этот бой так не распространяться, потому что я чувствовал, что уже до самого поединка я этому великому человеку просто обязан высказывать уважение. Но в ринге все равны, сами понимаете. Если вышли, надо драться. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. А сколько вы зарабатываете деньги на бой? Бой. Что я зарабатываю? Сколько вы зарабатываете на бой? Сколько я зарабатываю? Вот я бы посоветовал каждому из вас не думать о том, сколько можно заработать за бой. Если будете исходить из этой мысли, вероятно, у вас ничего не получится. Деньги – это все здорово, это все хорошо. О них, как об обеспечительной мере
ваших будущих возможностей думать надо. Но это не главный вопрос. Поэтому, если говорить о тех деньгах, которые я зарабатывал во время профессиональных поединков, это были большие, поверь мне, деньги. Сейчас я столько, конечно, не зарабатываю, но и не жалею об этом. Я не думаю и не вспоминаю даже о тех деньгах, которые заработал когда-то. Это было важно, но не настолько, чтобы ставить во главу угла. Потому что когда ты выходишь в ринг, ты думаешь, поверь мне, не о деньгах. Твой интерес вполне ясен, понятен, но, наверное, тебе еще рановато об этом. Ставь перед собой другую задачу, исходи из другого. Тебе нужно становиться лучшим. Деньги придут, будут у тебя деньги, когда ты станешь лучшим. Никуда они от тебя не денутся, и слава от тебя тоже никуда не денется. Побеждай, и будет у тебя и деньги в том числе. Ребят, давайте так договоримся, мы немного по времени ограничены. Вот последний парень у нас в маске стоит, на нем, ну, это будет у нас последний вопрос, потом делаем общее фотографирование, ну и каждый будет заниматься своими делами. Хорошо? Хорошо. Автобус будет? Здравствуйте. Какой у вас был самый трудный бой? Боев много было трудных, они были и полную дистанцию, и не полную, но психологически сам, я часто отвечаю на этот вопрос, был самый первый бой. А зал, в котором мы выступали, примерно такой же, как этот манеж. Он был в Берлине, минимум 2/3 этого зала были полны, но люди пришли, конечно, не на тот бой, который проводил я, был всего 4 раунда, это первый самый бой. Там был в концовке вечера бой за звание чемпиона мира. Был такой, ну и сейчас, наверное, жив, слава богу, дай бог ему здоровья, Ракиджани, такой боксер из Германии, он защищал свой титул, а я был на разогреве, и мне психологически вот этот бой дался тяжелее всех. Я и не спал всю ночь перед этим, переживал, как же это все у меня будет получаться. Вот этот бой был, наверное, психологически самым тяжелым. Я так не переживал ни перед боем там, с Холифилдом, ни с остальными боксерами, с ним встречался. А тогда это было действительно переступить через себя очень сложно, потому что я впервые вышел в зал, спустя полгода после занятий боксом. Представьте, если кто-то из вас сразу же выйдет в ринг и такой почти полный зал будет вас встречать. Наверное, это немного может сбить с толку. Мне также было нелегко психологически, но тем не менее там все-таки я победил и никогда не забуду этот свой самый первый бой. Спасибо. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему вам нравится именно бокс, а не какой-то другой вид единоборств? Мне нравятся другие виды единоборств, абсолютно. Я с большим уважением отношусь к борцам и не только к тем, кто занят в смешанных единоборствах. У меня большое количество друзей, товарищей, которые заняты в смежных видах. И совсем нельзя сказать, что я это не люблю. Да, я это люблю, но так вышло, что стал боксером, поэтому приоритет отдаю этому виду спорта и открываю школу бокса тоже по боксу. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Я бы хотел вам задать такой вопрос. Вы, добившись уже многих высот, у вас есть какие-то цели еще в будущем дальше, чем-то заниматься и вообще что-то делать в будущем? Да, и у меня есть глобальные цели. Вам это не совсем будет интересно, но они сейчас, в общем-то,
а больше лежат в плоскости экологии. Плоскости экологии, они, эти мысли всероссийские. То есть, если мы сумеем эти мысли воплотить, это будет примерно как такой хороший чемпионат мира для меня лично. Спасибо. Спасибо, до свидания. Говори. А когда вы начали заниматься боксом? 20 лет, я уже сказал. Ну, 19, практически под 20. Я родился в августе, а в марте, соответственно, начал заниматься. Первый раз пришел в зал бокса, и в августе мне исполнилось 20 лет. То есть 19, почти 20 я занялся боксом. Спасибо. До свидания. До свидания. О, снова. Здравствуйте, извиняюсь, что опять второй раз, но я забыл спросить. Что вы думаете о Федоре Емельяненко? Ну, вы с ним как-то сталкивались, но не в рамках бокса, но разговаривали? Мы, конечно, общаемся, но не так много, как, может быть, хотелось. Федор очень такой человек, я бы не сказал, что малообщительный, но у него есть свой круг друзей, с которым он в большей степени общается. И Федор великий боец. И, наверное, ему надо приписывать, так скажем, он первопроходец нашего российского, всего того, что касается смешанных единоборств. Благодаря Федору Емельяненко Россия по-настоящему стала известной за границей. Есть еще товарищи, которые стояли у истоков, но вы спросили про Федора, я вам ответил. Спасибо. Второй круг у нас. Да, ничего. Слышно? У меня еще появились два вопроса. А вы когда собираетесь закончить бокс? А я уже закончил. Карьера закончена, ребят. У меня сейчас боев уже нет, я не буду выступать, но я никуда от спорта далеко не ухожу. Это сейчас уже такая административная, законодательная работа. Это сейчас моя профессия, я ее занимаюсь. Спасибо. А вы сколько можете пробежаться? Что делать? Ну, пробежка. Сколько километров? Максимум. Вот сейчас по времени или по километрам? Лучшее время я пробежал, я уже сказал вот молодому человеку, 36 километров. Но это было очень крайне сложно для меня, с моим весом. Бегать я откровенно не люблю, поэтому даже сейчас я вместо бега использую велосипед. Сажусь на велосипед, даже если нет возможности ехать. У меня дома всегда есть тренажер велосипедный. Это первым делом упражнение, которое я выполняю. Спасибо. Спасибо, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете дать совет, как прокачать ноги тяжеловесом? Отлично. Сегодня первый профессиональный вопрос. Что нужно делать для того, чтобы? Отвечаю. Вообще на ноги существует огромное количество упражнений. Одни упражнения укрепляют ваш связочный аппарат. Судя по всему, вот у молодого человека все супер тяжелое весовое будущее, как и в какое-то время когда-то у меня. Поэтому не только ногам, конечно, нужно отдавать предпочтение, но ноги вас носят. Занимайтесь обязательно со своим весом, делайте как можно больше различных прыжков, разножка, укрепляйте коленки, потому что человека с большим весом прежде всего подводят в самый неподходящий момент связки. Поэтому нужно заниматься обязательно статикой. Это такой медленный присед на протяжении 3 минут. Ты приходишь в состояние приседа глубокого, 1,5 минуты, да? Медленно садишься. Так медленно, чтобы через 1,5 минуты оказаться в приседе. И медленно же так же встаешь до момента, пока
секундная стрелка пробежит 3 минуты. Это на связке, но на самом деле, я бы так сказал, все упражнения на удержание – это твой связочный аппарат. Так как ты супертяжеловес, тебе длительные пробежки не так хороши, как надо работать на коротких отрезках, доводя себя до состояния, как у нас боксеры говорят, грога. Бери, разбивай трехминутный промежуток, а раунд длится 3 минуты, на отрезке беги до, к примеру, 800 и больше метров за 3 минуты с ускорением. То есть за раунд у тебя должно случиться порядка 6 ускорений метров до 100. И вот этот рваный бег, он тоже будет укреплять твои ноги и твою функционалку. Со штангой ты еще успеешь, в основном тебе необходимо сейчас сделать так, чтобы твои ноги тебя, твой вес природный, удерживали достаточно долго в состоянии функциональной способности, не уставали. Потому что в ринге нужно двигаться. Тяжеловес ты, легковес, неважно, тебе нужно много двигаться. Если ты встанешь, то твой соперник тебя перехитрит, перебегает, будет выглядеть гораздо себя свежее. Поэтому ноги, конечно, надо укреплять. Но одновременно с ногами у тебя должна тренироваться твоя функционалка. Понимаешь? Поэтому упражнения на ускорение различные помогут тебе, твоей функционалке и твоим ногам укрепиться. Спасибо, до свидания. Пожалуйста. Так, дети, спасибо большое. Вы задали очень интересные такие глубокие вопросы. А Николай Сергеевич очень подробно и интересно ответил вам всем, дал советы. Я думаю, это очень такое сегодня интересной беседы получилось. Так, сейчас мы делаем так. Николай Сергеевич сейчас вручит 3 пары боксерских перчаток нашим лучшим боксерам. Да. Хорошо, тогда Евгений Николаевич вручит боксерские перчатки нашим лучшим боксерам с автографом Николая Сергеевича. Тоже? Георгий Русланович тогда. Ага. Тогда Георгию Руслановичу можно, призер Олимпийских игр в Пекине, ему можно все. Так. Афанасьев Ян, чемпион Республики Саха-Якутия, финалист Дальневосточного федерального округа, финалист Российского Центрального совета юношей России по юношам. Наш молодой перспективный боксер.